Что предначертано судьбой до конца этого года? Сегодняшняя тема нашего с вами расклада. Здравствуйте, мои дорогие любимые! Я буду сейчас рассказывать очень такой объемный расклад на 4 позиции. Выбор всегда за вами, но я рекомендую все-таки посмотреть хотя бы начало всех позиций, чтобы узнать себя. Потому что, как вы помните, у нас первая карта описывает ваше текущее состояние. И вы можете по первой карте хоть как-то ориентироваться. Не все и не всегда могут сразу же интуитивно правильно выбрать позицию, потому что очень любят выбирать одинаковые цифры. Ну, допустим, любимая цифра 3. И всегда вы выбираете свою любимую троечку, и ничего вам больше не надо. А потом говорите, что что-то не проигралось. Так вот, лучше послушать начало и узнать себя. Более того, может быть, стоит выбрать нестандартную цифру, та, которую вы представили себе случайно в образах, или, может быть, которая теплее для вас, или карту смотреть, или обозначение, которое вам больше понравилось. Итак, я использовать буду эти 3 колоды. Я пока наши оракулы убираю в сторону, что предначертано судьбой до конца этого года. Начинаю я с Таро Райдас. Таро Райдас. Вот такая у нее черная упаковка, коробка, да, черная, прям идеально. Мне нравится, конечно, эта колода, она замечательная, такая яркая, интересная. Карты глянцевые. Я, кстати, на Викторию Райдас в ТикТоке подписана. Она мне нравится, как она там рассказывает про знаки зодиака. Такие карты. И рубашечка очень интересная, видите. Итак, я тщательно перемешиваю карты. Тщательно. А вы чувствуете, вот какая карта ваша? Какая карта отражает ваше текущее состояние? Вот я сейчас буду на стол выкладывать, а вы чувствуете. Может быть, поймете просто по карте, или как она легла, или откуда я ее достаю, да? Какая из них ваша? Так, первая. Вторая. Третья. И 4. Вот так сделаем. И обозначающие знаки я делаю ровно для того же самого. Сегодня это шоколадные монетки. Очень такие интересные шоколадные монетки. Мне они нравятся. Может быть, одна из них понравится и вам. Так. Первая, вторая, третья, 4 позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы, конечно же, начинаем с самой первой позиции. Извиняюсь за шум автомобиля на улице, у меня окна открыты. Извиняюсь. Итак, оставила я нашу первую монетку. Я ее немножко прикрываю, потому что, может, не очень там из-за того, что это в виде монетки сделано, да. Итак, первая карта, ваше текущее состояние первой позиции. Смотрите, вышла император карта. И карта говорит, что у вас очень прочное текущее состояние в плане того, что, возможно, у вас есть свое имущество, свой дом, квартира или свое, как говорится, пристанище, королевство, царство. И там вы чувствуете себя, в принципе, довольно нормально, комфортно. Однако сейчас на вашу жизнь может влиять также по этой карте очень властный мужчина, у которого действительно такое мощное жизненное положение, у которого либо над вами есть какая-то небольшая власть, либо просто над людьми. Бывает такое. И на вас даже может влиять политическое положение на сегодняшний день, то есть сама по себе политика.
Император часто связан с политикой, с политическим строем, и может быть такое, что на вас именно это влияет на сегодняшний день, на вашу жизнь, на ваши обстоятельства жизни. Вы можете очень интересоваться политикой, очень интересоваться аппаратом управления и, в принципе, всеми новостями, и жить в этом, вариться в этом. Ну и также карта император показывает хорошее материальное благосостояние на самом деле. Почему? Потому что у императора уж всегда денежки-то есть, да, водятся деньжата. Он такой сильная личность, лидер по натуре. Может быть, вы лидер по натуре, да, то есть вам и палец в рот не клади, как говорят, и язык у вас хорошо подвешен, и разум хорошо развит, и вы человек опытный в жизни, да, то есть вы уже многое преодолели, во многом преуспели, можете себя, так скажем, позиционировать как император, даже если вы женщина, хозяин жизни, да. Но также император может быть связан вообще с Богом, то есть Бог Отец, и это значит, что вы себя можете отдать Богу на сегодняшний день и знать, что Он над вами властвует, Он могущественная сила, а вы идете только за Ним. Но это уже если вы совсем сильно развиты духовно. Вот. В любом случае, если для женщины, конечно, она, скорее всего, поглощена отношениями с каким-то мужчиной, но сам этот мужчина является черствоватым чуть-чуть, суховатым и лидером, да? Ну и хозяином, как я говорила, хозяином. Хорошо, давайте вот сюда нашего императора отодвинем и посмотрим, что будет происходить в вашей жизни до конца этого года. Неважно, когда вы гадаете и даже в каком году, да. Что будет происходить до конца года. Так, ну, сначала одну карту достаем. Мы здесь видим 4 мечей. Вот посмотрите внимательно на эту карту. Карта показывает некое пассивное состояние, да. Такое вот очень... Ну, в кругу это значит такое уравновешенное, несколько ритуальное, я бы даже сказала. И, ну, стационарное, да. То есть вообще император, он сам по себе очень стационарный. И 4 мечей, она часто показывает, что человек некоторое время находится в паузе, да. То есть вы себя на какое-то время можете поставить на паузу в течение ближайшего времени. Постарайтесь либо прийти в некое равновесие внутреннее еще и душевное, да, прийти в себя, либо недавно, может быть, еще и кто-то вас как-то задел, обидел, и вы вот своим вот этим мощным прочным положением, этим стационарным зависшим положением пытаетесь просто себя выровнять, да. То есть вы приходите в себя после каких-то в жизни волнений и таких не очень приятных событий. Вот 4 мечей очень часто это показывает. Причем, заметьте, да, тут 4, тут 4. Вам нужны 4 ноги, чтобы прочно стоять на земле. То есть вы человек, привязанный к земле, но в то же время у вас есть сочетаемость стихий огня и воздуха. И, может быть, в вашей жизни играет кто-то важную роль со знаком зодиака Овен. Может быть, и вы Овен, а может быть, кто-то влияет на вас, у кого такой знак зодиака. Ну, также наши стихии, вот огонь и воздух, они, по сути, показывают... Да, вы их сейчас немножечко заперли, да, то есть вы их придерживаете, но они показывают мощное влияние на будущее. Ну, то есть с помощью этих стихий можно добиваться чего угодно, когда воздух раздувает огонь, а огонь горит все ярче и ярче. То есть пламя ваше внутреннее, оно никуда не девается, оно будет гореть все ярче и ярче. Давайте посмотрим, что там еще, какие события до конца года. Так, ну мы здесь видим умеренность, опять же, исцеление, да, то есть карта исцеления. И дальше мы видим 9 жезлов. Такое чувство по картам, что да, вам нужно исцеление, вам нужно
вот как возрождение, вам нужен период реабилитации. Это значит, вы действительно отходите от чего-то в течение следующего периода, да, и лечитесь, может быть, лечите свою душу, лечите израненное сердце, лечите свое физическое тело, может быть. То есть такое бывает, когда человек пережил ряд проблем, трудностей, и ему буквально нужно себя возродить, восстановить. И ведь этот период наступает. Вот умеренность, она часто говорит, вот у нас тут, видите, ангел умеренности льет живую воду. Она часто говорит о том, что высшие силы, они приходят вам на помощь, они приходят на вашу сторону и буквально вас исцеляют. То есть вы, значит, все это время были несколько, как будто бы нарушены, да? То есть вы стремитесь всеми силами сохранить вашу стабильность, может быть, отдохнуть, но вы нарушены в чем-то. И вот эта карта исцеления, умеренность, она всегда показывает вот наступление, да, этого выздоровления. И в то же время она показывает, что вы отпустили, смирились, стерпели. То есть когда мы болеем, когда мы разрушаемся, когда мы нервничаем и обижаемся, когда мы не можем что-то принять для себя, да, вот какое бы событие с нами ни случилось, мы не можем его принять. И вот у вас был период, скорее всего, когда вы не могли принять, сейчас вы в стадии, когда вы принимаете, и вам для этого нужна некая пауза и стабильность, а будет момент принятия, то есть отпустили. Отпустили и сразу же что сделали? Исцелились, естественно. И дальше у нас идет наша 9 жезлов. Мы здесь видим нападение. Вот видите, как нападение. Что это значит? Отражает щитом, да? Что она сильная. И она отражает любые трудности в жизни и нападки со стороны других людей. И она отражает нападки со стороны просто нашего провидения, когда идут испытания. То есть вы набираетесь энергии. И, соответственно, снова в бой. Да? И когда вы идете в бой, у вас все получается, то есть вы победитель. И смотрите, на карте 9 жезлов у нас летит птица. Вам скоро, до конца года совершенно точно, придут очень важные новости, прям очень важные. Вы отразите все атаки, трудности и недоброжелатели и получите очень хорошие, важные новости. Еще хочу сказать, на скале растет дерево. Дерево, оно невероятно прочное, оно корнями держится даже за скалы. Вот это ваша жизненная сила, энергия. Это ваша воля, да, это ваша жизнеспособность и умение сквозь любые трудности оставаться самим собой или самой собой. То есть до конца года, да, могут быть какие-то проверки, но вы их так скажем, на 5 с плюсом проходите, да, с честью и достоинством. Вот так. Хорошо, давайте теперь посмотрим астрокарты сначала, наверное, астрокарты, да. Кто на вас влиять будет или что будет влиять? То есть мы сейчас размешаем, там есть и планеты, есть и тригоны, и квадратуры, есть и знаки зодиака. Кто что на вас до конца года будет влиять? Мы посмотрим, конечно, положительный момент и отрицательный. То есть в положительном аспекте и в отрицательном аспекте. Кто будет до конца года на вас влиять, да? Давайте посмотрим. Так, положительный аспект. Сила льва. Вот это до конца года будет именно влиять на вас сила льва. Это кто-то со знаком зодиака лев в первую очередь, да. Мы здесь видим экстравертивность, экстраверта. И это значит, что много общаться будете в центре внимания. Я так понимаю, что сила льва вас поддерживает. Почему? Потому что это яркий персонаж, и это человек, который действительно красуется постоянно.
И вот может быть подруга, может быть любимый человек, может быть родственник, родственница, начальница, коллега по работе, сестра, кто угодно с этим знаком. Почему начинает вам всячески способствовать, влиять на вас положительно? Потому что вы тоже хотите общаться и быть в центре внимания, а лев, он это понимает всегда. Да? Он всегда понимает, что когда у человека есть желание быть в центре, и он всегда старается сделать все, чтобы это поддержать, любые какие-то творческие направления поддержать в другом, в ближнем, да. Ну и также лев держится рядом с тем, у кого есть желание его-то хвалить самого тоже. И вот я вам даже совет дам. Если вы будете общаться с кем-то таким солнечным или со знаком зодиака лев, или с асцендентом во льве, или у кого правит, как звезда, да, все говорят, как ты можешь говорить планета, Солнце, но в астрологии есть такое понятие правящая планета, и Солнце есть тоже среди них, поэтому над кем правит Солнце, там, вот, может быть, вы кого-то такого человека встретите и будете общаться, и вы старайтесь хвалить, потому что это важно, хвалить такого именно человека, и он будет на вашей стороне вообще всегда и полностью. Вам нужно показать в этом человеке некую заинтересованность на самом деле и страсть к жизни, страсть к тому, чтобы быть в чем-то похожими друг с другом. Если вы сами лев, просто поддержите в себе вот эти вот начала, да. И более того, ни одному льву ничего не мешает общаться с другими львами, если честно, потому что львы спокойно живут в прайде. Есть в этой карте всегда невероятная сила. Нужно владеть собой. Нужна сила не только над другими, но и над собой. И, естественно, с 23 июля по 23 августа у вас важный период до конца года. Вот если смотреть, да, то это важный положительный период именно в эти сроки. С 23 июля по 23 августа. То есть это уже сейчас. Вот этот период очень положительный для вас длится уже сейчас. Знайте, что в этот период вы можете повернуть жизнь к себе лицом, так скажем. Что еще могу сказать? Сила огня в этой карте есть, мужское начало в этой карте тоже есть, да? И выражайте радость и теплоту как самому льву, так и окружающему миру. И раз вы будете много общаться с людьми по этой карте, да, то постарайтесь именно быть очень позитивным, теплым человеком, приятным человеком, интересным человеком. И никогда не распространяйте никакой негатив и никакую грусть, печаль, потому что вам нужно вызвать восхищение, вам нужно заниматься творчеством, там, не знаю, музыкой, танцами, живописью, чем угодно, быть игривым, быть харизматичным человеком. Вот. И, конечно, неуверенность в себе может сыграть злую шутку, поэтому будьте красивы и будьте очень ярки, да? А кто негативно на вас или что повлияет? Давайте посмотрим. Кто или что повлияет негативно? Ага, Лилит у вас выпала, Лилит. Это такой особый знак. По сути, это знак ведьмы, Лилит, и дикой женственности. То есть в любом случае кто-то, кто влияет на вас до конца года негативно или как-то неправильно, это только может быть женщина. Вот. Женщина, у которой явно есть магические способности, страсти к черной магии, к ведьмовству. Ну, вы же понимаете, что карта очень провокационная, и энергия Лилит, она всегда была, ну, так скажем, черной, да, черная луна. И я считаю, что энергетически это всегда отправная точка по преодолению своей теневой стороны. Она очень похожа в чем-то на Сатурн, на его негативное влияние на нас. Как жизненные уроки всегда от нее такие идут, да. Но при этом
женская энергия, то есть у Сатурна более мужская энергия, у Лилит более, естественно, полностью, да, не более, а полностью женская энергия. Поэтому я вам так скажу, что это, может быть, просто взыграет ваша темная сторона, ваша тяга к черной магии, ваша сама по себе тяга к нашей замечательной Лилит. Вы помните, да, кто такая Лилит? Вот. И мое мнение здесь, что побороть свою темную сторону вы вполне можете. В общем-то, я думаю, что вы поняли, что вам придется что-то вот такое вот, да, мистическое преодолевать, но не бойтесь. Вот просто постарайтесь не думать, что там вот на вас будут черную магию наводить. Это совершенно не обязательно. Тем более, что видно, что у вас есть щит, да, по 9 жезлов, и вы все равно любые атаки вполне сможете отразить. У вас есть ангел умеренности, который встает именно на вашу защиту, как защитник. Хорошо, давайте посмотрим, что скажет оракул наш замечательный. Духов животных, да? Какое он еще вам даст напутствие здесь, этот оракул. Так, к вам пришел дух слона. Как вы видите, наш слон замечательный, советует учиться у прошлого. Чаще всего нам хочется прошлое оставлять позади, а слон напоминает, что память – это важно. То есть, когда вы помните что-то хорошее из прошлого, это помогает вам идти в будущее. Когда вы помните что-то плохое из прошлого, это помогает больше не совершать никаких ошибок, которые вы уже совершили, то есть вы усваиваете урок, да, и не нужно стирать себе память, а нужно просто усвоить эти уроки, и не более того. Цените мудрость предков, они передают вам некие традиции, которые были созданы для выражения связи друг с другом, для уважения к обществу. И да, ваше настоящее, оно формируется прошлым. Нельзя забывать ни о своем наследстве силы, ни о гордости за свой род. Даже если вам кажется, что вы свой род не знаете, что вы, допустим, многие люди бывают из детского дома или еще что-то. На самом деле вы всегда связаны со своим родом. Есть каналы связи, энергетические каналы. Они все равно подпитывают вас некой энергией. И постарайтесь именно признать свое прошлое, усвоить его уроки. Также вы знаете, да, что посланник слона, он является символом богатства, процветания, поэтому вы можете до конца года надеяться на то, что у вас будет финансовое прибавление. И также уважайте себя, то есть если вы позволите себе жить в изобилии, то слон явно предоставит вам это изобилие. Я даже вижу здесь вот такую огромную сзади него мандалу в виде как будто золотой монеты. Да? Я считаю, что слон прекрасное, конечно, животное, прекрасный дух, который символизировал для вас, может быть, бога Ганешу, и значит, что вы будете процветать. Мы видим здесь даже знак 3-го глаза. Может быть, он активирует вам способность видеть больше, чем вы видите на сегодняшний день. Вот такая вот у нас интересная была первая позиция. Надеюсь, что интересная. Пишите свое мнение, понравилось, не понравилось. А мы идем к позиции номер 2. Наша вторая монетка. Сюда ее кладу. И первая карта – это вы сегодня. Кто вы, что вы, кто пришел ко мне на расклад. Пришла 7 кубков. Фантазер, да, человек-фантазер. В первую очередь, что у нас идет как ассоциация с этой картой? Творческий человек, художник, дизайнер, человек, который действительно умеет придумывать что-то интересное, яркое, и то, что других людей прям приводит в восторг, да, фантастический восторг. Я считаю, что 7 кубков – это знак Скорпиона. На самом деле, астрологически это первая декада Скорпиона.
Я не говорю, что это ваш знак зодиака. Я говорю, что есть глубокая интуиция, жажда познания этого мира именно с тонкой такой точки зрения, да, с мистической точки зрения. И, соответственно, фантазия, да, на высшем уровне. То есть человек может быть очень творческим от природы. Также у семерки кубков есть некоторые негативные черты. Например, человек начал что-то делать, да, и бросил. Следующее взял, опять попробовал, опять бросил. Ему быстро перестает быть интересным, надоедает. И, соответственно, он никогда не заканчивает то, что начал. Никогда он не доводит дело до конца. Почему так происходит? Ну, скорее всего, вот от этой тонкости натуры, да, человек постоянно витает в облаках. Он набредает на свою новую фантазию, старая фантазия его просто уже не интересует. То есть человек явно увлекающийся вы, да. И также, может быть, вы столкнулись в жизни с таким человеком. Он постоянно обещает, но ничего вовремя не делает. Семерка кубков показывает одурманенность чувствами. Она показывает часто кого-то, кто восхищается другим, фантазирует по поводу него, болеет любовью, как говорят, да, ну, пылает страстью и постоянно жаждет другого человека, которого вот он полюбил. И поэтому здесь, может быть, у вас такое сейчас состояние любовной эйфории, да? Здесь мужчина наблюдает за дамочкой. Вот, может быть, дамочка наблюдает за кем-то тоже, там, в социальных сетях. Может быть, вы не можете кого-то отпустить, обожаете и думаете, вот как нам быть вместе. Тоже вполне характеристика подходит здесь. Хорошо, давайте нашу семерку кубков вот сюда переместим, как главную карту, и посмотрим, какие события вас ожидают до конца года, что предначертано судьбой. Что же вам предначертано судьбой? Иерофант. Первая карта Иерофант. Вы знаете, это неплохая карта. Вот такому человеку, как вы, творческому, интересному, неординарному, нужен учитель и наставник. Я так считаю. И, скорее всего, вы встретитесь с кем-то, кто похож на учителя или наставника. Иерофант карта более устойчивая, чем семерка кубков. Вы перейдете в некоторое более, естественно, устойчивое состояние. И я считаю, это будет похвально, если вы сделаете это без чьей-то помощи. Поэтому тут может быть как и самостоятельно человек взял себя в руки и стал больше действительно делать на практике, чем он делает это в своих мечтах, да. Но и если это вас кто-то наводит на путь истины, это тоже похвально, потому что вы наконец-то определяетесь с вашей жизненной позицией, с точкой зрения, и уже знаете, куда вам точно идти дальше. У иерофанта всегда очень четкие убеждения. Я считаю, что это проще так жить, да, когда у тебя четкие убеждения, и ты действуешь согласно этим убеждениям и никак иначе. Но тогда ты им очень-очень сильно верен, этим убеждениям. По сути, он проверяет, что все делается так, как надо. Ну, получается, смотрите, если вдруг вы бросали то, что вы начинали, вам нужен человек, который проследит, чтобы вы доделали это до конца. Вот это, по сути, иерофант. Но также, если вы встретились с таким человеком, который обещает и никогда не делает, вы для него становитесь иерофантом, который проследит, чтобы этот человек все доделал, понимаете? Ну, вы для него, значит, некий жизненный помощник. Конечно, идет изменение социального статуса. Обычно это либо улучшение в карьере, либо изменение семейного статуса. То есть вы можете вступить в брак до конца года. Я вам этого не обещаю. Вот так железно, что если вы сейчас не замужем, не женаты, что вы выйдете замуж или женитесь. Но
По иерофанту такое вполне может быть, что сейчас вы по 7 кубков в личной жизни не совсем определены, а только мечтаете, да, или только у вас конфетно-букетный период, или какие-то иллюзии, а потом вы выходите замуж или женитесь. Такое развитие событий очень возможно, но я не могу вам его гарантировать, поэтому не стоит меня обвинять, если вдруг вы там скажете, я вам обещала, что вы выйдете замуж. Понимаете, брак по иерофанту – это официально зарегистрированный брак. Люди до этого могли очень долгое время жить вместе и кормить завтраками, да, мужчина мог женщину. Но в итоге он доходит до того, чтобы жениться. И наконец-то определился, слава Богу. Его довели до истинного правильного пути, да. Женщина довела этого мужчину. Да, по иерофанту может такое быть, что вы будете в постоянных отношениях, и это хорошо. Когда мы при ком-то, когда мы социально значимы, естественно, мы более стабильны в жизни. И уже не живем просто витая в облаках, да, а стараемся все-таки что-то сделать для себя, для общества, быть полезными там, семье своей, создавать семью, создавать на работе что-то такое важное, понимаете, вкладываться в этот мир по-правильному. То есть приносить пользу. Иерофант, он всегда приносит пользу. Вот вы до конца года вот хоть в чем-нибудь, но начнете уж точно пользу-то приносить. Иметь эффективность. Эффективность это, да, такая у нас. Хорошо, дальше что у нас тут выпадет? 2 пентаклей падает. Королева мечей. Ну, 2 пентаклей – это карта вот такого вот жонглера, да. Он жонглирует обстоятельствами, но это очень сильный человек. Он живет играючи, но при этом нисколечки не играет. То есть вся суть в том, что люди думают про такого человека, что у него естественным путем все получается так, как надо, как по нотам, да, по струнке. На самом деле он это все годами отрабатывал. Вы знаете, вы продемонстрируете до конца года этому миру свои незаурядные способности. Раньше как будто бы у вас не было такой определенной возможности продемонстрировать себя. Но как только вы обретаете иерофанта, вы наконец-то можете демонстрировать все, что у вас накопилось, да, все, что вы умеете. Естественно, это вознаграждается высоким положением в обществе и большими деньгами. Более того, 2 пентаклей говорит о том, что кто-то может попытаться с вами поиграть. Но рядом королева мечей, не тут-то было, с вами уже не поиграешь. Вас уже в иллюзию не введешь. И более того, не получится запудрить мозги, обвести вокруг пальца, продолжать кормить завтраками. То есть, да, попытается поиграть. Но по королеве мечей тут же обломается, понимаете, об ледяной, твердый, жесткий ум. Сейчас состояние совершенно другое. Вот у вас будет до конца года состояние противоположное тому, что есть сейчас. Сейчас неопределенность в жизни совершенная. 7 кубков всегда говорит о неком зависании, подвешенном состоянии, я бы сказала. Но не как у повешенного, а как у кого-то, кто не знает, что ему дальше делать. Вот буквально еще совсем немножко. Мне кажется, все-таки кто-то определит вас как личность, которая точно знает, что делает, точно знает, как с кем поступать, что демонстрировать этому миру, и уже пойдет прям чеканка по королеве мечей. Вот настоящая чеканка. Чеканка своих действий. Действуем четко, обдуманно, по плану, дисциплинированно. Вы возьмете себя в руки. Вот, между прочим, королева мечей часто показывает, что человек дисциплинировался. 7 кубков подобна кому-то, кто постоянно ест и лежит, да? Отсутствует физическая подготовка, отсутствует режим дня и отсутствует правильный режим питания. Что из себя представляет королева мечей? С точностью до наоборот. Человек живет по режиму, ложится спать, там, не знаю, в 9-10 часов вечера, встает в 6 утра, в 5 утра,
человек занимается там, не знаю, физическими упражнениями, велосипед, йога, фитнес-зал и очень ограниченно правильно питается. Вот если так сравнивать, представляете, насколько переворачивается ваша жизнь. Я не говорю, что вы там плохо питаетесь. Не то. Я, по-моему, привела пример, да? То есть полной неопределенности и полной определенности. Какие вот противоположные карты. До конца года ваша жизнь действительно меняется полностью. Вы берете себя в руки, но как будто с помощью все-таки кого-то. Более того, смотрите, если у вас проблемы в личной жизни, ну как проблемы? Вы их проблемами-то не видите. Вы живете именно в иллюзии. То есть у вас в личной жизни непонятки, но вы в этом всем как будто плаваете, да? Ясно, понятно, что будет полная четкость, определенность в личной жизни и очень действительно прочное такое положение. До конца года вы явно устаканите вашу личную жизнь, да? Хорошо, давайте посмотрим наши астрологические карты. Смотрим, значит, какие-то символы, да, или обозначения того, кто на вас будет до конца года положительно влиять. Не говорю, что вы уже этого человека встретили, да, и отрицательно. Вы можете кого-то узнать, а кого-то не узнать. И это не будет означать, что карты ошиблись. Это будет означать, что вы еще не встретились, скорее всего. Так, кто будет положительно на вас влиять до конца года? 5-й дом выпал. По сути, это кого-то может означать со знаком зодиака Лев. Это может означать. Но 5-й дом — это более широкое что-то, да, более широкое понятие в астрологии. По сути, он показывает деторождение детей. То есть, кто на вас положительно может влиять, так это дети, например. Ну, почему нет? Дети, школьники, подростки, да, ваши дети, чьи-то дети. То есть, может кто-то влиять на вас положительно с гороскопом, со знаком зодиака Лев, да, а кто-то, у кого-то это проиграется, что на вас положительно дети повлияли. Вот. И также мы же здесь видим радость и игру, да, и мы видим молодую женщину. То есть, опять же, это может быть молодая женщина, кто на вас положительно влияет. Что еще? Творческое самовыражение в этой карте заключено, веселье, развлечения, наслаждение, игры, спорт, детство, домашние животные. То есть может быть какая-то деятельность, связанная с этим. В любом случае, карта показывает, что у вас будет очень счастливый период в жизни в августе, и вам нужно этим воспользоваться. То есть один из самых счастливых месяцев до конца этого года для вас будет август. Один из самых счастливых. Я не сказала, что один единственный счастливый месяц. Нет, конечно. Но август для вас будет очень-очень счастливый, солнечный, приятный. И также, вы как будто бы боялись раньше развлекаться, да? Боялись раньше, может быть, веселиться, куда-то ходить, общаться с людьми. А сейчас у вас открывается возможность больше общаться, больше отдыхать, больше дружить, больше веселиться. То есть воспользуйтесь этим обязательно до конца года. Может быть, вы будете какие-то хобби свои развивать, какое-то творческое направление. Может, даже начнете выступать на сцене или вести свои блоги, причем лицом, да? Как я сейчас на своем канале некоторые видео записываю лицом. Трудно, но вот. И вот тут то же самое. Может, вы откроетесь людям, да, начнете там какие-нибудь тиктоки, инстаграмы, ютубы вести лицом. Ну, а почему бы и нет? То есть вот это ваше положительное влияние до конца года. Давайте посмотрим отрицательное влияние. Отрицательное. От кого, что, да. Ну, тут 8-й дом выпал. 8-й дом. Причем идет именно трансформация в этом 8-м доме, да. То есть я не говорю о том, что кто-то вот там, не знаю, будет вам гадости делать. Это совершенно не обязательно. И причем кто-то такой негативный, типа сделает вам зло со знаком зодиака Скорпион. Нет.
Но да, действительно, этому дому соответствует этот знак. И трансформация тут не зря указана. То есть карта показывает, что вам придется пройти трансформационные испытания. Что такое трансформационные испытания? Это какая-то возникает перед вами проблема, которая вас в корне изменяет в лучшую сторону. Значит, вам нужно было измениться в лучшую сторону, понимаете? Еще, как обычно, да, в этой карте есть что-то мистическое. И, может быть, вы прикоснетесь к чему-то, к чему не должны были прикасаться, или с помощью мистики начнете выковыривать свои подсознательные негативные программы и их потихоньку разрушать. То есть, с одной стороны, мистика, кажется, влияет на вас отрицательно, с другой стороны, вы это все выковыриваете, прорабатываете и становитесь другим человеком. Вот. Карта иногда говорит о сильном сексуальном влечении, и, соответственно, на вас это может отрицательно сказаться. То есть вы встречаете человека, кому у вас очень сильное сексуальное влечение, а у 7 кубков это еще гипер, да, может проявляться, и вы начинаете, быть зависимы от этого человека, и этот человек как будто бы властвует над вами, это отрицательное влияние, вы впадаете в сексуальную зависимость. То есть до конца года с вами может и это произойти. Также, если вы в отношениях, испытав кому-то другому влечение, вы можете вызвать невероятную ревность. В итоге это несет в себе проблемы в личной жизни. Да? Вам нужно сразу же обратить на это внимание, что не скрывайте ничего от своего партнера или партнерши, с кем вы будете в отношениях, это первое. Второе, говорите откровенно о своих возникших каких-то переживаниях. И третье, не сталкивайтесь с кем-то наедине, кто может вызвать в вас чувство сексуального влечения. Не общайтесь заранее с людьми, которые могут вызывать в вас такие чувства, или знайте, что это будет иллюзия, иллюзорное чувство. То есть 8-й дом, дом зависимости в каком-то смысле, да, и любых зависимостей. И это значит, что вы можете проявить к кому-то зависимость, а это уже не взаимность, не любовь, а именно привязанность, которая не имеет ответа. А это значит, что вы опять впадете в некий транс. Многие люди страдают влюбчивостью, и вот я вам не советую ей продолжать страдать, потому что она, только разрушительно влияет. Да, любой опыт для нас драгоценный, но если вы его сейчас усвоите, то вам не нужно будет шишки снова набивать. Так, смотрим теперь дальше. Карты вас, видите, как предупредили, да? Смотрим послание духов животных для вас до конца года. Послание духов животных. Рысь. Рысь шлет вам послание «Жизнь загадочна», с одной стороны, а с другой стороны, у практически всех народов, у практически любой культуры рысь ассоциируется с одиночкой. Вот заметили, да? То есть с кем бы вы ни были, где бы вы ни находились, как бы вы не взращивали в себе экстравертивность и общительность, вы по судьбе человек, внутренне ощущающий себя одиноким, одним в этом мире. То есть рысь, она несет в себе это послание. И, по сути, она очень загадочная, действительно интересная и мистическая. То есть, да, вы столкнетесь с мистикой до конца года совершенно точно и будете что-то в себе такое интересное развивать. Вот сегодня меня кто-то спросил даже, да, как я увлекаюсь мистикой, как развивать свой дар. Читайте, это важно, да, нужно уметь читать, много посвящать себя изучению эзотерики, там начните с, допустим, карт Таро, которые действительно развивают нашу личность, развивают наши способности понимать себя больше. То есть, если вы хотите что-то узнать о себе, просто достаньте карту, да, и все о ней прочтите. Вы узнаете о себе очень многое. Рысь, она крадется бесшумно и тайно. И раз ее дух вам явился, то не все в этом мире понятно и объяснимо силой разума, а есть что-то потустороннее,
какая-то тайна в вашей жизни, которую еще только предстоит раскрыть. Вы будете разбираться. Вот. Вы будете пытаться разбираться, и да, конечно, это будет сложно. Но разобраться можно, и будет невероятно и сложно, и интересно одновременно. Увлекайтесь эзотерикой, это всегда дает самопознание, а самопознание для нас это самое важное. По сути, ваша цель не должна быть кому-то помочь познать себя. Ваша цель должна быть себя познать. Вот. Сначала познай себя, потом помоги другому. Да? Причем, как бы вы ни старались себя познать, это процесс бесконечный абсолютно. У вас, скорее всего, будет работать интуиция, внутренний голос. И вы будете сердцем идти дальше. Действительно, сердцем. Ваш рассудок, он должен отдохнуть, а вот, не знаю, правое полушарие, там интуиция должны больше работать. Вот такое вот вот такой прогноз наш вы услышали. Вторая позиция. Надеюсь, что он вам понравился. Пишите свое мнение. А мы идем дальше. К позиции номер 3. Позиции номер 3. Итак, что предначертано судьбой-то до конца года нашей третьей позиции, да? Давайте посмотрим, кто к нам пришел. Я давала совет, вот любят люди троечку выбирать, послушать первую карту у каждой позиции, потому что вы должны узнать в этой карте себя. Обязательно задумайтесь над этим. Здесь к нам пришла 4 жезлов. 4 жезлов — человек стабильный, устойчивый, на 4 ногах стоящий, да? 4. То есть все 4 у нас очень-очень устойчивые. И, скорее всего, сейчас вы вошли в жизни в период, когда вы более-менее можете сказать, что твердо стоите на ногах или уравновешены. Более того, кто-то к вам явно тянется или кто-то рядом вас любит. Карта это заявляет. И также карта заявляет о том, что вы ценный экспонат, или, как сказать, ценная ячейка общества. У вас, скорее всего, есть семья, есть, там, не знаю, дети, хороший там муж или жена, понимаете, или к этому все идет. И вы вкладываете в наше общество налоги, то есть работа, зарплата, или если вы даже домохозяйка, детишки, мужа поддерживаете, понимаете? 4 жезлов очень похожа всегда именно на это. Многие по 4 жезлов идут к свадьбе. Многие по 4 жезлов устраивают праздники, вечеринки, именно богатые праздники. И живет человек как на празднике, позитивный, приятный, добродушный, поддерживающий окружающих и вполне здоровый. И иногда 4 жезлов в очень редких случаях может показывать человека-домоседа. То есть того, кто живет более-менее стабильно и не особо хочет выходить из дому лишний раз. Такие тоже экспонаты, экземпляры попадаются по этой карте очень-очень часто. Хорошо, давайте посмотрим, что предначертано судьбой до конца года. Будем разбираться с вами 4. Первая карта у нас повешенный. Висит он себе такой, с очень спокойным, умным лицом, за одну ногу подвешенный. Сам знает, что может через 5 минут освободиться, однако хочу повисеть, да? Вот помните, я выше говорила, что чаще всего 4 жезлов бывают не очень подвижны. Так оно и есть. У вас сначала идет период зависания. Зависание в одной определенной проблеме или ситуации, где не сразу-то все решается, а только постепенно и только ценой жертв и усилий. Хочу ли я приложить силу к этой проблеме? Вот в чем вопрос. Задайте себе этот вопрос, да? Вот хочу ли я это сделать? На самом деле, если вы захотите, вы это сразу же и сделаете. То есть перед вами стоит проблема абсолютно решаемая. Абсолютно. На нее нужно лишь посмотреть немножко под другим углом. Попробуйте, вам понравится.
Да, любая проблема решается именно с помощью каких-то жертв. Невозможно решить проблему, не жертвуя совершенно ничем. Если вы хотите отдать кредит, вам следует заработать. Чтобы заработать, нужно приложить усилия. Если вы хотите замуж выйти или жениться, нужно быть добрее, нужно быть обходительнее, да? Нужно, опять же, жертвовать своим временем, там, не знаю, своими силами ради другого человека. То есть жертвовать собой ради кого-то, да? То есть во всем нужно вкладывать свою энергию. И вот вы зависаете именно потому, что сперва не совсем-то решаетесь вложить. Ну, потом деваться некуда, решать проблему надо. Вы все равно, хоть и не совсем расторопные, но постарайтесь это сделать. Давайте посмотрим, что дальше идет. То есть, когда вы выходите из зависания. 10 пентаклей. В принципе, проблема у вас решится очень положительно. Во-первых, с помощью вашей семьи. Во-вторых, с помощью ваших близких, вашего окружения, ваших сил рода. Вы очень энергозаряжены на самом деле. Вокруг вас саккумулировано большое количество энергии. Вы встаете в ближайшее время после повешенного сразу же на поток изобилия. И да, действительно, как только вы чуть-чуть применяете усилия, любые ваши заботы отпадают, проблемы отпадают. Более того, скорее всего, будут решаться до конца года вопросы с недвижимостью и благосостоянием. То есть идет либо покупка недвижимости, либо продажа и покупка другой, более хорошей недвижимости. Да, действительно, крепкий брак, крепкие отношения с кем-то. И карты показывают получение большой суммы денег, скорее всего. То есть 10 пентаклей – это богатая карта. Она может говорить о том, что если у вас намечается там, да, что-то такое, как сделка крупная, или там, не знаю, 13-я огромная зарплата, или еще что-то. То есть у вас эта выплата обязательно будет и в должном объеме, да. То есть что-то такое вот прям с большими деньгами связанное и с вашей естественной семьей. Хорошая карта, очень хорошая. После повешенного, тем более, как облегчение выглядит. И дальше 5 мечей. Вы победите очень трудные обстоятельства или очень неприятных людей. Вы знаете, тут есть момент в этой карте всегда. Это пирова победа. То есть победа, но неприятная. Вам не будет от нее очень сладко, не будет. Но нужно было уже взять, встать и сделать это. То есть кто-то явно или вредил, или желал зла, или долгое время вставлял палки в колеса. Но поддаете всем. Вот до конца года у вас решается вопрос с тем, чтобы вот прям пинки раздавать. Прям подпопники. И самому по себе, как человеку, вам это неприятно. Потому что вы человек более стабильный, более добродушный и более такой хороший, да? Вам помогать нравится людям. Или уж хотя бы их не трогать, а не пинки раздавать. А вот как будто придется всем навалять, кто собрался как стадо гиен и пытался отнять, так скажем, ваш кусок зебры, да. И это назревало, это очень давно назревало, и было пора сделать. Может быть, вы даже чуть-чуть выйдете из себя, что тоже будет неприятно для вас, но нужно, потому что это момент очищения вашего, окружения, так что ли, да. И да, решается вопрос с деньгами, решается вопрос с окружением в ту сторону, чтобы быть только рядом с продуктивными, нужными, полезными людьми. Вампиров пора раскидать всех, кол в сердце вонзить там, я не знаю, лишь бы только перестали пить кровушку. Хорошо, возьмем астрологические карты. Я их уже взяла и тасовала полчаса, да. Кто положительно будет влиять на вас до конца года, а кто отрицательно. Давайте глянем. Марс. Вы же знаете, кто такой Марс, да? Это планета Овнов. И в первую очередь
сразу же наводит мысль, на мысль о том, что, скорее всего, кто-то знака огня будет положительно на вас влиять, даже если вы сами знака огня, даже если вы сами по гороскопу Овен. Не надо говорить, что это вы сами на себя будете влиять положительно. Вы сами на себя, мы уже все поняли, да? Карты Таро разложили, а этот оракул показывает кого-то, кто влияет на вас положительно или что-то. Так вот, планета Марс ваша, и, скорее всего, человек со знаком зодиака Овен или огненный знак, то есть Стрелец или Лев. Да, овны тоже с другими овнами могут вполне общаться. Это не значит, что около вас сейчас есть этот человек. Ну, этот человек может появиться около вас в будущем. Это нормально. Почему бы и нет? Между прочим, Марс — это планета воинственная, планета именно завоевателей. И, опять же, положительное влияние на вас окажет тот факт, что если вы всех победите, всех раскидаете, всем покажете, кто здесь в доме, значит, хозяин. Вот понимаете? Очень крепкий кто-то или что-то, вот сила крепкая какая-то, огненная в вашей жизни воспылает, да, до конца года. И, ну, я считаю, вы будете более устойчивы, более целенаправлены, у вас появится внутренняя мотивация, сила воли, инициатива, желание соперничать с другими, повышенная сексуальность, сексуальная энергия. Вы будете более привлекательны и более динамичны. Вот какой-то период до конца года точно у вас будет такой. Вот. И что еще хочу здесь сказать, то, что ноябрь для вас будет очень сильный месяц. Совершенно точно. Один из самых счастливых до конца года будет именно ноябрь. Тут еще есть момент, что жизненная сила, она прет через край, и нужно применить ее только положительно. То есть на созидание. Направляйте на созидание, а не на разрушение. Так будет проще для вас, потому что вы кто-то, кто любит созидать, а не разрушать в принципе. Вы такой человек более светлый. Так, кто влияет или что на вас отрицательно? Ну, тут водолейчики. Я не говорю, что все водолеи подряд будут на вас отрицательно влиять. Это невозможно. Но кто-то со знаком зодиака Водолей будет вносить коррективы в вашу жизнь и давать вам проверку на прочность, я считаю. Испытывать нервишки ваши, да, расшатывать, испытывать вашу нервную систему на прочность. Может, вы потом и наваляете нашему замечательному Водолею. Ну, вы знаете, у Водолея же, да, действительно есть что-то такое особенное в характере, что отличает его совершенно от других людей. И самым загадочным, самым непонятным знаком зодиака для других является Водолей. То есть Водолеев никто не понимает. Это правда. Их никогда никто не понимает. Они от этого, ну, не сильно страдают, но страдают, да. Они стараются найти всегда себе общение, они очень разговорчивые, болтливые могут быть. Вот. И, может быть, просто карта показала, не обязательно самого по себе прям водолея, да, а кого-то очень разговорчивого, очень болтливого, кто вам буквально возьмет и надоест, как человеком тихому такому и не очень болтливому. Вот. Ну, бывает такое, бывает. И кто-то как не от мира сего, необычный, не очень понятный, тоже вполне за Водолея может сканать. Вот. Поэтому сила воздуха, да, мужское начало здесь может быть. Ну, как бы, знаете, что не обязательно сам по себе Водолей, допустим, весы-близнецы тоже входят в знаки зодиака воздуха, просто идет правящая стихия воздуха здесь. Но больше всего обращайте внимание на водолеев, конечно, которые действительно на многих людей могут повлиять несколько отрицательно, да, вскрывая ваши болевые точки своим иногда не очень-то объяснимым поведением. Вот так, наверное. Или не очень правильным.
Хорошо, давайте посмотрим, что скажет оракул духи животных для вас до конца года. Какое указание здесь будет ястреб. Вообще интересно, вот сколько гадаю на этом оракуле, по-моему, ястреб выпал первый раз. От него тут есть послание: пусть дух ведет вас. Ну, ястреб, он всегда различает мелкие детали. И совет здесь уметь видеть вот эти мелкие детали, не упуская абсолютно ничего. Если ястреб к вам пришел, он советует очень внимательно искать послания, которые могут прийти в любой момент и отовсюду для вас. Вам нужно прислушиваться к вашей интуиции и наблюдать за какими-то осмысленными совпадениями, которые есть в вашей жизни или будут до конца года. Не упускайте знаки. Вам духи направляют эти знаки уже давно. И включите зрение, включите свое особое зрение, остроту зрения включите. Потому что даже вот, ну, не знаю, песня по радио идет, в ней строчка может оказаться ответом на ваш вопрос. А вы иногда не обращаете на окружающий мир внимания совершенно. А вам нужно прислушиваться к духу, который хочет с вами, по сути, разговаривать постоянно, и чтобы вы эти знаки, наоборот, принимали во внимание. Поэтому задавайте вопросы пространству и оглядывайтесь. Надписи на стенах, на домах, на магазинах, смотрите, на билетах, песни, стихи, вот что угодно. И вы увидите, что действительно это может вам помочь, да, помочь к тому, чтобы вы, ну, получили больше информации и уже были, ну, с наставником со своим, да, что он мог бы вам подсказывать, как идти дальше. Ну, вот такой ответ дали карты третьей позиции. Если вам понравилось гадание, пишите об этом. А мы идем к четвертой позиции. К четвертой позиции. Наша монетка. И первая карта, кто здесь к нам пришел. Пришла королева Пентаклей. Роскошная дама пришла. Ну, первая для дам расскажу, да, для женщин. Вами сейчас правит стихия Земли, стихия материального достатка и здоровья. Это значит, что вы на потоке. Это значит, что вы можете жить в изобилии. И, может быть, да, вы земного знака, я этого не спорю, тут всяко бывает. Но я не верю, что все земные знаки выберут четвертую позицию, а остальные другие три. Поэтому вы можете быть хоть какого знака зодиака, но при этом вот именно на потоке того, ну вот даже как на потоке изобилия Вселенной. То есть вы можете быть очень состоятельны в будущем, даже если вы сейчас еще не состоятельны. Вы можете стать богаты, стабильны, обрасти имуществом, там, я не знаю, и выздороветь. То есть карта явно показывает ваши возможности к исцелению, выздоровлению, восстановлению вашего здоровья. Это важно. Ну и, конечно, сама по себе карта показывает часто замужнюю женщину, которая находится в стабильном постоянном браке или, по крайней мере, идет к этому, да, к тому, чтобы были стабильные отношения, хорошая семья, там, не знаю, дети, да, и свой дом. И бывает так, что вы, допустим, начальница, у которой есть ряд подчиненных на работе, или можете в скором времени добиться повышения в карьере. Однако для мужчин эта карта будет означать, что в вашей жизни очень сильное влияние оказывает какая-то дама, какая-то женщина. Она себя очень любит и ценит, она себя очень уважает. И эта женщина вам не безразлична, или просто она сейчас как-то занимает важное место в вашей судьбе. То есть влияет именно на ход вашей судьбы в дальнейшем, да, и поэтому выпала вам карта личности королевы Пентаклей. Также это может быть мужчина, у которого много женской энергии. Я не говорю, что у вас какая-то ориентация не такая или еще что-то. Нет, конечно. Просто вы человек, который может о ком-то позаботиться. И семейный человек, стабильный человек. Вот и все, и не более того.
То есть мужчина, который для многих своих окружающих играет роль заботливого там отца, да. Так, карта случайно упала. Кладу ее рядом. 8 жезлов. В вашей жизни очень скоро закрутятся события невероятно быстро. Начнется все с получения важной положительной новости или какого-то резкого, неожиданного положительного разговора. Кто-то объявляется с новостями. Вот так вот. Карта упала не зря, да? Итак, что до конца года будет происходить? Ну, карта мага выпала. Замечательная карта. По сути, она означает, что до конца года вам предначертано судьбой воплотить большую часть задуманного в жизнь. То есть, когда человек делает все, что он хочет, добивается любых целей, которые он ставит перед собой. Он хозяин жизни. И, естественно, эта карта заряжена. Она говорит о том, что вы целеустремленным будете человеком. Если даже внешне вы у себя этого не будете замечать или другие люди, однако упорство вам будет не занимать и желание добиваться всего, чего вы только пожелаете. Вы сами будете инициировать перемены в своей жизни. За вас этого по карте Маг никто не сделает. И будете совершать именно реальные действия, которые приводят к желаемым результатам. Вам следует в очень скором времени начать это делать. И да, вы будете обладать огромной энергией. Она уже вокруг вас собралась. Вы уже энергетически заряжены, это видно и по королеве Пентаклей, и по 8 жезлов. Соответственно, маг добавляет еще больше. И вы будете использовать эту энергию для созидания, для творчества, для реальной деятельности. Иначе она вас порвет. Вот извините за это выражение, но по-другому и не скажешь. По этим картам человеку хочется что-то делать. Человеку хочется в жизни действовать. И он абсолютно здоров. Поэтому еще раз повторяю, у вас, если вы больны, появились возможности для исцеления, выздоровления, восстановления вашего организма. И если вы психически неуравновешены, стать устойчивым человеком абсолютно и направить свою психическую энергию на созидание. То есть до конца года прям много шансов для реализации. Что еще? Король кубков. Король кубков и отшельник. Интересно. Так, ну для любой категории, что мужчин, что женщин, карты показали влияние на вас, положительное влияние. Мужчины знака воды или с асцендентом в воде, водяной стихии, это рак, скорпион, рыбы. Но этот человек одиночка, одинокий, или неженатый, или просто по жизни одиночка, или интроверт, или духовно очень развитый человек. Вы можете его уже встретить и продолжать общение, а можете встретить только в будущем до конца года. Я не говорю, что это ваши любовные отношения. Да? То есть мы общаемся с людьми не только из-за любви к ним. То есть люди в нашем окружении появляются как друзья, как коллеги по работе, родственники, да кто угодно. Не обязательно все сводится к интимным отношениям. Как у мужчин, так и у женщин. Но мы видим здесь две потрясающие карты рядом лежащие. Королева Пентаклей и Король Кубков, которые являются идеальной парой друг другу. То есть как бы у вас не развивалась личная жизнь до этого, в будущем до конца года она будет развиваться просто супер идеально, потому что у вас с кем-то будет идеальная пара. Я не говорю, что с Королем Кубков. Это просто знак, что Королева Пентаклей и Король Кубков как лучшая пара легли рядом. Но какой-то мужчина явно окажет на вас очень сильное влияние. И для мужчины это может оказаться друг, там, начальник, кто угодно, отец, там, брат. Для женщины как любимый человек, так и просто кто-то, кто является катализатором для новых событий в жизни, понимаете? Это даже может быть, там, не знаю, звезда телешоу, да, но все мы взаимодействуем друг с другом в этом мире и влияем друг на друга. Это нормально, потому что мы люди, и мы все здесь
являемся детьми космоса и планеты Земля. То есть сочетаемость мама и папа, да? Мама Земля, папа космос. Хорошо, давайте астрологические карты теперь подключим к этому всему. Упс. Извиняюсь. Мы сейчас посмотрим, кто окажет на вас положительное до конца года влияние, а кто отрицательное. Кто положительное, а кто отрицательное. Положительное влияние. Ага, вот тут у нас выпал тригон. По сути, он показывает поддержку и вдохновение. Мы здесь видим две руки, да? Одна держит Солнце и Луну, и звезды, а вторая как раз-таки планету Земля, растения, все это светится. Вот вам как будто бы идет положительная сила, положительная энергия от Земли и от космоса, как я выше говорила, да, что мы все дитя Земли и космоса. Вот как будто бы эта фраза тут же дала эту карту и благословили вас ваши родители, так скажем, для того, чтобы процветать до конца года. Между прочим, вот этот тригон — это один из самых положительных аспектов из всех астрологических карт. И значит, что высшие силы дают вам невероятную удачу. Вот поэтому маг и выпал, да? Потому что вы добьетесь, правда, очень многого, еще успеете до конца года добиться очень многого. У вас идет повышение активной энергии, и именно насыщение высшими силами, там, не знаю, провидением, Богом, вас положительной энергией для созидания, для того, чтобы вы выполняли свою миссию на Земле. Вы до конца этого года будете очень счастливы, очень удачливы, потому что вы можете для людей сделать много хорошего, а это всегда высшими силами приветствуется. И, соответственно, вот в гороскопе это может карта означать человека со знаком зодиака Близнецы и со знаком зодиака Водолей, допустим, да, а также Лев. Но это я не могу тут сказать, что это обязательно. То есть, если вы ищете человека, который на вас может повлиять, да, это Близнецы, Водолей или Лев, но не обязательно. Потому что это просто счастливая карта, показывающая, что на вас будет положительно влиять. Да сама Вселенная. Высшие силы, Бог, как хотите называйте, вас благословили. И вот эти вот оставшиеся там месяцы, они будут очень счастливые, потому что вас вдохновляют, и вы получаете помощь от других людей и сами помогаете другим людям, да. Вы процветаете, вы будете на потоке изобилия, богатства, там, я не знаю, здоровья. Хорошо, давайте посмотрим теперь, что или кто на вас отрицательно влияет до конца года. Весы. Ну, человек со знаком зодиака Весы в первую очередь карта показала. Да, иногда мы встречаем кого-то, кто влияет отрицательно, но это не значит, что вредит. А это значит, что нужно пройти, вот постукаться об кого-то, да, и пройти уроки, чтобы сделаться лучше. Не хуже, а лучше. Помните об этом. Не ваша жизнь там испортится от этого человека со знаком зодиака Весы. И не факт, что вы его уже встретили, может, встретите только в будущем. Вот скажете, сейчас я Весов не знаю, да? Нет, вы можете его и не знать еще, этого человека. Влияет отрицательно, не значит, что хочет вам зла. А просто идет обкатка, да, проверка высшими силами вас. И подсовывают человечка, который вас проверит на прочность, да. И может вы это испытание на 5 с плюсом пройдете и даже вы не заметите его. А может быть, купитесь на провокации со стороны Весов и получите урок, который усвоите наконец-то и больше таких ошибок совершать не будете, да. Если вы увидели кого-то со знаком зодиака Весы, будьте просто осторожнее, присматривайтесь. Постарайтесь меньше, может быть, даже и дружить, не влюбляться в Весов, потому что до конца года это не ваше. Но если вы сейчас замужем за Весами или женаты на них, это не говорит о том, что вот именно эти Весы будут в вашей жизни играть плохую роль. Но присмотритесь, да, то есть вот так.
Нет там прям какого-то вот такого, что вот все плохо, вот сейчас нет. Нет, не надо так заострять внимание. Ну, просто присматривайтесь, да. Просто будьте с весами более осторожны. И также весы показывают обстоятельства выбора. Выбора и правосудия, справедливости. То есть, первое, если вдруг вы предстанете перед выбором между какими-то двумя вариантами, что нужно сделать? Сразу же выбрать. Не надо медлить, не надо это событие тянуть как резиновое, потому что это для вас отрицательное влияние. И второе, если вдруг вы окажетесь, ну, не знаю, в спорном вопросе с кем-то, просто делайте всегда все честно, потому что эта карта показывает справедливость. Она говорит о том, что нужно быть честным человеком. Весы – это один из тех знаков зодиака, кто совершенно не приемлет чьего-то вранья и сам старается говорить правду. Да, вы можете встретить 1000 весов, которые вам наврали, я не про это. Я про то, какие энергии источает этот знак и эта карта. Хорошо, давайте посмотрим теперь оракул духи животных, что скажет вам до конца года. Лошадь. Обретите свободу, говорит наша замечательная лошадь. Ну, на самом деле, карта говорит о том, что вы куда-то будете двигаться. Может быть, вперед по карьерной лестнице, а может, куда-то поедете. Как события действительно часто показывают поездки, командировки, путешествия, переезды, покупку машин, транспорта. Вот. Но в любом случае приключений вам не избежать. То есть до конца года будете очень подвижны, и это путь свободного выбора. То есть если вы это выбирать не хотите, вас никто не заставляет, карты тем более. Да? Лошадь напоминает, что при любых обстоятельствах у вас есть этот выбор, это воля, и вас это может привести к лучшей жизни. То есть в лучшую ситуацию, в лучшее состояние. Вы держите поводья своей воли, и вы направляете ее верной дорогой. Вы способны на сильные решения, и они надолго могут изменить вашу жизнь. Только захоти. Вы же маг, то есть вам маг выпал на ближайшее будущее. Соответственно, чего бы вы ни захотели для себя, вы все это обязательно воплотите. Только не надо хотеть для себя плохого. Запомните, что каждый из нас должен желать для себя самого лучшего, того, что делает нас счастливыми. У вас есть великий дух лошади. Он незримый, но он всегда вас поддерживает. Может, это даже ваш тотем. Он идет с вами рука об руку. А может быть, это символ ангела для вас. Но в любом случае знайте, что именно вам выбирать вашу жизнь. Именно вы строите ее кирпичик за кирпичиком. И вашими руками будет делаться абсолютно все, что произойдет. Да? И это произойдет только в положительном ключе, в лучшую сторону. Вы построите свою империю, свое великое будущее, и все у вас будет хорошо. Но верьте в себя и давайте себе эти возможности. Не стоит сидеть и ждать, когда карты это сделают за вас. Ну, вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь и до новых встреч. Пока-пока.